Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет вашему вниманию видеоролик «Гордость и совесть народа» Аксулу Орызбай кызы. Аксулу Орызбай кызы родилась в 1873 году в местности Тас-Карасу Житомирского района в семье крестьянина-середняка. Точная дата неизвестна, но, по словам аксакалов, родилась она в начале лета, когда род Балкажа перекочевал на Джайляу. Ее отец Орызбай был акыном-импровизатором и прекрасным дамбристом. Счастье своих детей он видел в просвещении, и Аксулу с малых лет начала изучать арабский язык. Она владела также татарским, персидским языками, чуть позже освоила русскую грамоту. Любознательная от природы, Аксулу знакомится с русской литературой, поэзией Европы, а также Востока. Творения Фирдауси и Рудаки чаруют девочку. Философия и мудрость Омара Хайяма, басни Крылова углубляют ее размышления. Родители рано заметили дар девочки. Орызбай часто берет ее с собой на совет биев, аксакалов, а ведь именно в таких местах расцветало казахское красноречие. В те годы в Оренбургских степях учительствовал Акмула, известный поэт. Он писал стихи на 3 языках – казахском, татарском и башкирском. Аксулу была самой лучшей ученицей Акмулы, который сразу оценил ее талант. Акмула обучал детей не только Корану, но и преподавал искусство стихосложения, русский и французский языки, истории казахских, татарских, башкирских народов. Многие часы уделял и изучению творчеству Пушкина. Когда Аксулу исполнилось 16 лет, кореглазые красавицы покоряют окружающих умом, хорошим образованием и воспитанием. Вся степь от кустанайских земель до долины Сырдарьи заговорила о ней. Ее часто стали приглашать на состязания акынов. Как известно, издавна Айтыс был, говоря сегодняшним языком, диалоговой площадкой, где акыны состязались не только в красноречии, но и в критическом мышлении. Аксулу в состязаниях побеждала многих акынов. Многих я побеждала, многих вынудила замолчать, многих тулпаров оседлала и велела к уздечке привыкать, говорила она о себе. Слава Аксулу доходит до Туркестана. Знаменитый акын Кеншимбай мечтает о встрече с поэтессой. С этой целью приезжают в жагалбаильские аулы. Их Айтыс является одним из шедевров поэтического творчества. Судьба уготовила поэтессе смертельное испытание. После смерти жениха по закону амангерства ее выдали замуж за брата. Родив сына, Аксулу умерла. Впоследствии Орызбай поставил мраморный памятник на месте захоронения дочери, недалеко от поселка Александра Невского Нагобайского района Челябинской области. К сожалению, стихи, написанные в последние дни жизни Аксулу, потеряны. Ахмед Байтурсынов, современник Аксулу, дал ее творчеству высокую оценку. Мухтар Әуезов в своем труде приводит пример из Айтыса Аксулу с Кеншимбаем и считает его одним из лучших обличительных произведений XIX века. Спасибо за внимание.